Здравствуйте, в прямом эфире новости. Вначале коротко о главном. Реконструируется улица Тутаева в Назране. Сроки ограничены, время поджимает. Успеют ли дорожники сдать первый этап отремонтированной дороги к началу июля? Новый формат работы газеты «Аргументы и факты. Северный Кавказ». В Назране прошла первая в республике народная приемная еженедельника. Завершена кладка стен и проведены монтажные работы. В Челуках идет строительство новой школы. Скоро водителям не придется петлять по переулкам Назрани. От Икажевского круга и до центра города по улице Тутаева идут ремонтные работы. Первый этап реконструкции дорожникам нужно завершить к началу июля. Такое поручение дал глава региона. Изношенный бордюрный камень, трещины на асфальте, обвалы на дороге. Это и стало главной причиной, чтобы рабочие начали капитальный ремонт улицы Тутаева, главную магистраль, ведущую в город Назрань. Эта дорога за последние годы стала настоящим испытанием для водителей и их авто, ведь капитальный ремонт по улице не проводился с момента ее открытия. Никаких переделок, асфальт будет меняться полностью. Самая пыльная работа позади. Старый слой покрытия по всей протяженности дороги рабочие уже сняли. Мы начали работы примерно месяц назад. Значит, как известно, эта дорога была в изношенном состоянии. Были многочисленные просадки на дорогах в связи с тем, что водопроводная линия здесь пролегала под проезжей частью, поэтому были везде порывы водопровода, и поэтому были просадки. Это раз. И во-вторых, за последние годы интенсивность транспортного движения увеличилась, поэтому нагрузка на автодорогу тоже увеличилась. Поэтому дорога, покрытие асфальтовое износилось. Износилось — это еще мягко сказано. Раньше на этом участке улицы были огромные трещины и ямы. От бордюров вовсе остались лишь крошки камня и металлическая конструкция. Но теперь все это автолюбители позабудут, как страшный сон. Рабочие обещают закончить капремонт быстро и по всем современным стандартам, вплоть до ливневок. В рамках капитального ремонта производим исправление продольного профиля. То есть, проще говоря, мы создаем уклоны автодороги, чтобы для улучшения водоотвода, ливневых вод. Дело в том, что раньше до капитального ремонта на этих участках дорог часто накапливались огромные лужи, что доставляло неудобства и автомобилистам, и пешеходам на тротуарах. Поэтому мы решили исправить продольный профиль, создаем уклоны. В некоторых местах мы производим выемки, убираем бугры. В общем, плавать здесь больше не придется. Тут и там трудятся рабочие бригады. Пока одни устанавливают бордюры, другие заняты тротуаром. Рабочие спешат доделать магистраль, поэтому ни пост, ни палящее солнце не станут причиной сбавления оборотов. И начиная с глубокой ночи у нас подрядчик выводит свои бригады, технику, и где-то с 3 часов ночи начинаются все работы, и таким образом ненормированно работает подрядчик. С тем, чтобы до наступления наших праздничных дней, чтобы у нас не было ни одного участка автодороги, где нет асфальтового покрытия. Мы со своей стороны обещаем, что праздничные дни на этой дороге можно будет спокойно проезжать, и не будет тех участков, где нет асфальтового покрытия. Из-за ремонта дороги многим водителям ежедневно приходится объезжать этот участок улицы через переулки. Но автолюбители подходят к этому вопросу с пониманием, ведь совсем скоро по улице Тутаева можно будет прокатиться, как говорится, с ветерком. Пробки сейчас бывают, так как приходится объезжать. Конечно, если сделают, будет комфортно, удобно. Основные ремонтные работы ведутся на двух самых проблематичных участках в районе Икажевского круга и рядом со строительным рынком Карат на пересечении улицы Школьная. Дело в том, что в прошлом году здесь прокладывали канализационный коллектор. По завершению своих работ бригада просто оставила без внимания. Огромные ямы появились впоследствии их же работ. Теперь все это уже выровнено на 70%, подготовлено под укладку асфальта. На этом участке производим выемку грунта
на большую глубину, потому что грунт очень слабый, подмоченный, никак не стабилизировался за это время. Поэтому мы вынимаем этот слабый подмоченный грунт, заменяем его на песчано-гравийную смесь, укатываем послойно, видите, техника стоит. Я думаю, что в ближайшее время мы в течение этой недели закончим на этом небольшом участке, мы закончим все работы. Остается чуть больше 2 недель, и улица Тутаева приобретет новый облик, но пока только до рынка Карат. Ну а до конца лета дорожники обещают сдать всю улицу протяженностью свыше 3000 метров. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. В Назране прошла первая в республике народная приемная газеты «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Это новый формат работы газеты со своими читателями. Жители республики смогли задать интересующий их вопрос чиновникам разных профилей и журналистам еженедельной газеты. По итогам этой встречи выйдет печатный материал. Подробнее Мадина Пугоева. Радха Тачиева стала одной из первых, кто смог лично пообщаться с журналистами газеты «Аргументы и факты». Женщина сетует на то, что здание одной из школ в Карабулаке находится в аварийном состоянии. Поэтому даже занятия в стенах этого учебного заведения проводить небезопасно, уверена она. Построена она в 1961 году. Я уже не говорю об условиях, что хотелось пожелать, конечно, и спортзал, чтобы был, и столовая, и благоустроенный двор, чтобы был у нас. Журналисты выслушали жалобу женщины и обещали приложить все усилия, чтобы помочь школе. В этом вопросе СМИ, как говорится, четвертая власть. Поэтому сотрудники этого печатного издания обещают напечатать и выпустить статью о проблемах местных жителей, привлекая к решению вопроса и региональных чиновников. Именно с этой целью двери народной приемной открыты для всех желающих. Обязательным является присутствие здесь представителей различных ведомств и организаций, чтобы при возможности решить некоторые проблемы на месте. Журналист выслушивает проблемы, которые есть у читателя. После этого мы разбираем эту проблему, чей это вопрос, какой исполнительной власти или это других подразделений каждой республики, или это проблема какая-то общерегиональная. В этом случае мы освещаем, во-первых, ее на страницах нашей газеты, во-вторых, мы обращаемся в исполнительные органы, которые непосредственно должны знать и должны решать эти проблемы. Тематика обращений различная, начиная от помощи в приобретении лекарств больному ребенку и заканчивая вопросами социальной сферы. Кто-то сетует на некачественную работу строительных организаций, другие отчаянно пытаются получить заслуженные выплаты, а кто-то и вовсе столкнулся с проблемой коррупции. Впрочем, обращающихся оказалось не так много. За первый час приема к журналистам газеты «Аргументы и факты» обратилось около 20 человек. В их числе и Абуизид Ювлоев, который, будучи вынужденным переселенцем из Чеченской Республики, уже несколько лет пытается получить заслуженную, по его мнению, компенсацию. Получившие компенсацию после экономического кризиса 1998 года не смогли обустроиться за эти деньги. Это были от 70 до 135 тысяч рублей, которые невозможно было купить за это даже земельный участок. Эти деньги мы проели, потому что на питание пошли, на лекарства, на аренду помещения. Не было работы, положение было трудное в то время. Газета «Аргументы и факты» тесно сотрудничает с Почтой России. Это позволяет читателям быть в курсе самых последних новостей, в том числе узнать дату и время проведения очередной народной приемной. Заинтересованность в подписке все больше, потому что журналисты помогают решить эти вопросы. Поэтому люди приходят и подписываются на газету, на нашу почту. Журналисты газеты приехали в Ингушетию впервые, однако организаторы народной приемной надеются, что такие встречи с населением станут традиционными и принесут максимум пользы. Возможно, в следующий раз желающих прийти на прием и озвучить проблему будет на порядок больше. Мадина Пугоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. За нравственный подвиг учителя. Конкурс с таким названием проходит в честь людей, по-настоящему преданных своей профессии. Из нашей республики для участия в нем были направлены 13 работ. Некоторые из них стали лауреатами. Итоги конкурса сегодня подводили в гимназии Али-Юрты на заседании экспертной комиссии с участием епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама. Подробнее обо всем расскажет Ирина Цичоева.
Итоговое заседание экспертной комиссии конкурса за нравственный подвиг учителя проходит в Ингушетии впервые. Идея его проведения именно среди педагогов, преподающим школьникам и студентам до 20 лет возникла у Министерства образования и науки России и у Русской Православной Церкви в те тяжелые времена, когда учителя, бросая работу в школе, уходили в бизнес. Тем, кто остался, несмотря на трудности, и совершили подвиг ради детей и знаний, посвящен сегодняшний конкурс. Святейший Патриарх и стал инициатором того, чтобы совместно государство и церковь основали такое мероприятие, как Всероссийский конкурс за нравственный подвиг учителя, чтобы отбирать работы тех педагогов, которые вносят значимый вклад в воспитание ребенка. Не нарушая свою традицию, конкурс проходит уже в 11-й раз. Проходит он в 3 этапа – региональный, межрегиональный и всероссийский. В числе участников 86 педагогов со всего Северокавказского федерального округа. У нас 7 номинаций существует, и любой педагог может принять участие, как педагоги из детских садов, из высших учебных заведений, средних учебных заведений, из техникумов. Любой педагог. Из представленных участниками работ, в которых отражается богатый опыт педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания, экспертная комиссия выбрала лучшие со всего СКФО. Из нашей республики на межрегиональный этап были направлены 13 работ, несколько из которых стали лауреатами конкурса. Второе место разделили Цилоева Маден Яхьяевна, учитель истории и обществознания лицея номер 1 города Назрани. Работа «Живая память» к 20-летию образования Республики Ингушетия. И работа Рауда Оксаны Владимировны из Республики Дагестан, города Избербаша. Должны провести еще один этап, куда мы должны пригласить всех победителей этого конкурса. Надеемся также провести в организационном плане хорошо. Финал конкурса и награждение победителей и призеров пройдет у нас в республике в ближайшее время. На торжественном мероприятии примут участие высокие гости из Русской Православной Церкви и видные государственные деятели. Рина Цичоева, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Российский файтер Абукар Гендиев поверг греческого бойца Энтони Христодолу. Этот яркий бой состоялся накануне в Санкт-Петербурге в рамках турнира М1 Челлендж. В числе зрителей Гран-при был и Юнусбек Евкуров. О красочной победе нашего земляка расскажет Салим Хамхоев. Слухи о том, что один из лучших бойцов Ингушетии и России Абукар Гендиев проведет свой поединок против Энтони Христодола, разлетелись быстро. Буквально на следующий день руководство М1 Челлендж подтвердило участие Абукара в основном карде. Свой очередной поединок наш боец провел против одного из лучших греческих бойцов, за плечами у которого 6 лет опыта в ММА. 18 выступлений, 12 из которых спортсмен завершил победой. Проведя всего лишь один бой в Лиге М1, Абукар уже успел завоевать пояс в другой организации. Перед предстоящим поединком Абукар провел сборы в Карачаево-Черкесии, подтягивая ударную технику. Так что все ожидали зрелищный бой стойки. Под звуки патриотической песни Али Димаева «Моя Ингушетия» наш боец вышел на ринг. В числе самых преданных фанатов и поклонников смешанных единоборств на вечере и глава региона. Юнусбек Евкуров старается не пропускать ни одного турнира. И вот бойцы на ринге. В огромном заполненном до отказа зале тоже царит живейшая атмосфера. Как и ожидалось, Абукар со стойки пошел в нападение на Энтони, сразу же обрушив град ударов. Но бой быстро перешел в партер, где Энтони именно с этой позиции выигрывал свои бои. Считанные секунды и ошибка. Энтони приносит победу Абукару в первом раунде. Первым с яркой победой Абукара поздравил Юнусбек Евкуру. Абукар, в свою очередь, поблагодарил главу региона за такую поддержку. Спасибо всем, кто пришел, болеет. Отдельное спасибо главе Республики Ингушетия Юнусбеку Евкурову. Горевичу. Спасибо. Спасибо всем. Когда наш боец проведет свою следующую схватку, пока неизвестно. Но победа над бывшим бойцом UFC – серьезная заявка в мире ММА. Ну а следующий, уже юбилейный 5-й турнир по смешанным единоборствам пройдет в июле в горах Ингушетии. Салим Хамхоев, Новости 24.
По Челуках стахановскими темпами идет строительство нового учебного заведения на 540 мест. Об обветшалом здании школьники будут лишь вспоминать. Для полноценного учебного процесса в новой школе будет организовано все до мелочей. Ученикам останется лишь усердно взяться за гранит науки. Об условиях в старой школе и будущих перспективах расскажет мой коллега. Небольшая комната и посередине теннисный стол. Такое можно увидеть во многих школах, однако не в каждой это называется школьным спортзалом. Таких проблем внутри учебного заведения много, не считая того, что снаружи. Само здание давно устарело. Школа здание, те же здания, разваливаться должна, тоже стянуть, пеныш, арматуры, швеллер. Небольшая комната и посередине теннисный стол. Такое можно увидеть во многих школах, однако не в каждой это называется школьным спортзалом. Таких проблем внутри учебного заведения много, не считая того, что снаружи. Само здание давно устарело. Школа здание, те же здания, разваливаться должна, тоже стянуть, пеныш, арматуры, швеллер, что я мерить еще, и что лахи, тонус олдани, изде. Сакты пары, хая ремонт сосудзухши. Дагра хаища, юг, пеныш, да, это алигиш. Постоянно ремонт повторять, обновлять, расходы Впрочем, это лишь экскурс в прошлое. Учащимся теперь строят новое здание, в котором не будет ни трехсменки, ни других проблем. А вот в новой школе сразу два спортзала, малый и большой, также пищеблоки и учебные лаборатории. А во втором блоке на всех 3 этажах учебные классы. Школа рассчитана на 540 ученических мест. Строительство начато в конце 2015 года и продолжается быстрыми темпами. На этот момент завершена кладка стен, проведены монтажные работы и почти готова вентиляция здания. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории. Здание у нас идет двухуровневое, двухэтажное и трехэтажное. Сами учебные корпуса трехэтажные. Вспомогательный блок, где пищеблок, и актовый зал двухэтажный, и спортзал, 2 зала. Есть большой зал 12 на 24 и малый зал для младших классов 10 на 12 помещений. Сам здание разбит на 6 блоков. Каждый блок разделены температурными швами, полностью отдельные. Бригада Багаудина Костоева работает на этом объекте с самого начала строительства. Мастер признается, что учебные заведения, особенно школы, строить приятнее всего. Сегодня мы сварочную лестничную площадку делали и между плитами бетон заливали. С этого села более 100 человек в этой школе работает. Давно мы мечтали иметь, чтобы нам построили новую школу. Так как у нас школа с 24 года, сколько мы ремонт не делали, старая школа есть, старая. Мы мечтали иметь вот эту школу. Муслим Костоев занимается сварочным делом вот уже почти 20 лет. Сейчас он занят очень ответственной работой. Сваривает балки лестницы на все 3 этажа. Наша работа очень хорошо продвигается. Мы в основном на этом объекте работают люди с нашего села. И мы работаем с удовольствием, так как это делается для нас все. Мы работаем с удовольствием. Как только строительство завершится, здание старой школы, кстати, оно по соседству снесут, а на его месте построят спортплощадку для занятий футболом, баскетболом и другими популярными видами спорта. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. У меня на это все. Смотрите в 19:00 выпуск ингушских новостей с Фатимой Гагиевой. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго.